О самых заметных событиях понедельника, 3 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Активную работу с семьями мобилизованных ведут в Нерюнгри. Создан оперативный штаб. Какую помощь оказывают? Более 2500 заявок поступило на подключение к центральным электросетям в Якутии с начала года. Как проводят подключение и что может нарушить рабочие планы энергетиков? За комфорт надо платить. Жителей Якутска не устраивает повышение цен на такси. Почему вырос тариф на перевозку внутри города? С заботой о пожилых в поликлинике клинической больницы номер 3 организованы дни открытых дверей. Какие специалисты ведут прием? Реализацию государственной национальной политики обсудили на форуме национальных общин в Алдане. О чем шел разговор? Основные мероприятия по мобилизации в республике завершены. Большая часть повесток вручена гражданам. Об этом рассказал на брифинге военком республики Александр Авдонин. Военный комиссариат ведет работу по вопросам возвращения ошибочно мобилизованных в республику. Предоставление по решению президента России отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентам-очникам и очно-заочникам. Как ранее информировал Александр Авдонин, военкоматы призывают граждан взамен тех, кто был ошибочно мобилизован. Для этого в регионе продолжается вручение гражданам повесток. Сложная транспортная схема на сегодняшний день не позволяет вовремя одновременно такое количество граждан привезти в город Якутск и отправить их в соединение воинской части Восточного военного округа. Поэтому у нас продолжается все планово. Хочу сказать, что никакого увеличения объемов не произошло. То есть как у нас было определенное задание в начале частичной мобилизации, так оно и установлено для республики. Специальную военную операцию полностью поддерживает Координационный центр по вопросам частичной мобилизации. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Николай Бугаев. Коллектив всеми способами старается помочь мобилизованным и их родным, которые принимают участие в операции на Украине. Также, по словам Бугаева, общественные деятели стали инициаторами сбора помощи военнослужащим. Сейчас наша общественность, она поддерживает наших мобилизованных. Это все, что необходимо, им выделяет армия, но есть определенные дополнительные оборудования, которые можно помочь нашим мобилизованным. Поэтому мы и работаем. Сейчас наши представители работают в Хабаровском крае, в Республике Бурятия. Уже мы направили помощь, дополнительную экипировку в Приморский край, Хабаровский край. И дальше будем эту работу продолжать. Активную работу с семьями мобилизованных ведут и в Нерюнгри. Граждане, которые попали под частичную мобилизацию, отправлены в пункты сбора в срочном порядке. Дома остались их семьи, у которых множество вопросов. Для того, чтобы помочь в их решении, районной администрации создан оперативный штаб, рассказывает Ирина Лазаренко. Первая встреча руководства района с родственниками призванных по частичной мобилизации состоялась в минувшую субботу. Присутствующие обсудили волнующие вопросы и пути их решения. В первую очередь это работа с ошибочно мобилизованными гражданами, с исполнением судебных производств, кредитными обязательствами и банковскими счетами. Естественно, очень много вопросов таких, касающихся, затрагивающихся финансовую сторону жизни. Вот с этим вопросом будем заниматься и приглашать ответственных лиц для того, чтобы максимально исчерпывающую информацию доводить до людей. И уже в эту субботу мы приглашаем все наши банки, представители наших банков, ставим заранее все вопросы, чтобы люди были готовы для того, чтобы людям довести ту или иную информацию, какую могла бы им помочь. Такие встречи решено проводить еженедельно по субботам с приглашением представителей тех структур, которых будут касаться возникающие вопросы. Самим мобилизованным тоже оказывается адресная помощь как от района, так и от общественности. Была дана информация, то есть несколько общественных организаций просто вместе собрались и решили, что необходимо эту помощь организовать в достаточно сжатые сроки. Это Совет отцов, Совет женщин, наша общественная организация, ну еще ряд организаций, Боевое братство. И мы решили, что опять-таки на базе штаба это будет сделать удобнее и проще, потому что все знают этот адрес, поэтому все сюда эту помощь обычно приносят. Также органы соцзащиты проводят консультации и информируют население о мерах поддержки, положенной военнообязанным и их семьях в рамках частичной мобилизации. Своих не бросаем. Для нерюнгринцев это не просто слова, это реальные дела, поддержка и возможность почувствовать, что вместе мы сила. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Ну а завтра в столице республики в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина состоится патриотический концерт. В исполнении Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика» прозвучат известнейшие произведения Сергея Прокофьева, кантата Александр Невский «Симфония номер 1». Подробнее о концерте нам расскажет художественный руководитель филармонии республики, заслуженный деятель искусств Якутии Базалева Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему именно Александр Невский как патриотическая акция? Александр Невский – защитник русской земли, святой, который совершил свой подвиг еще в XIII веке. И созданный кинофильм на тему «Александр Невский» в 1938 году был наполнен именно музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева. Впоследствии в 1939 году уже исполнялось как самостоятельное произведение. Ну, а потом, мы знаем, были очень сложные годы для нашей страны, Великая Отечественная война, и эта музыка помогала нашей стране выстоять, победить. И мы выбрали это произведение, потому что оно исполняется и поднимает дух, настрой, помогает и населению, помогает и тем, кто ушел сегодня на передовую, помогает их семьям. И, конечно же, она дает силы жить, творить, созидать. На какие цели планируете направить доход от проданных билетов? Доход от проданных билетов мы не планируем, мы их направим именно в помощь нашим мобилизованным якутянам для того, чтобы реализовать их необходимые нужды на данный период, пока они приступят к специальной военной операции. Как долго шла подготовка к концерту? Данный концерт начал не формироваться, а готовиться с 30 сентября. А решение о том, что должно звучать именно это произведение и эта программа у нас возникла 23 сентября. Мы полностью изменили концепцию этого концерта, потому что планировалась совершенно другая программа, потому что понимаем, чем мы можем быть полезны обществу здесь, сейчас, какой музыкой наших композиторов. Ну и какие еще акции в ваших планах? У нас акции именно в поддержку, опять же, наших якутян будет осуществлять Союз музыкальных деятелей Якутии, куда входит не только филармония Якутии. Это будет 22 октября в культурном центре «Сергелявские огни». И, кроме того, 10 октября наш духовой оркестр «Лена Ривербрас» будет тоже давать концерты в поддержку наших якутян. Все эти концерты проходят в рамках 12-го международного арктического фестиваля «Северное сияние». И поэтому часть концертов мы направляем именно конкретно в адрес наших земляков. Ну а где продаются билеты, где якутяне могут купить и как попасть на концерт? Все очень просто. Сайт филармонии Якутии, их можно купить онлайн, их можно приобрести, когда приходим непосредственно перед концертом, или же в наши кассы, которые находятся и в учреждении филармонии, и в торговом центре Туймада. Ну и в завершение нашей беседы напомните, когда якутяне смогут посетить эти мероприятия. Конкретное ближайшее мероприятие мы вкладываем большое значение именно в 4 октября. 4 октября в Центр культуры и современного искусства имени Гагарина в 18:30 перед вами, уважаемые земляки, выступит симфонический оркестр «Симфоника Арктика», симфонический хор, солистка Екатерина Корякина под управлением главного дирижера, заслуженного артиста республики Фабио Мастранджело. Наталья Владимировна, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Желаем вам успешного проведения мероприятий, но хотелось бы, чтобы их было как можно больше. Спасибо. Ну а мы продолжаем наш выпуск. За 9 месяцев юбилейного для республики года на свет появились более 8,5 тысяч детей, а точнее 4415 мальчиков и 4136 девочек. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного главой Якутии Александром Николаевым для малышей, родившихся в год столетия Якутской ССР.
Так, на 1 октября целевой капитал «Дети столетия» назначен более 6,5 тысячам семей. Из них почти 1400 заявителей уже распорядились выделенными средствами на общую сумму более 122 миллионов рублей. Медики, между тем, отмечают Международный день врача. Сегодня республика активно развивает местную медицину, а по некоторым объектам уровень оснащения достигает лучших показателей на всем Дальнем Востоке. Вот уже полгода в Якутске работает кардиососудистый центр. За это время проведено более 350 операций, в том числе и открытых. Начали проводить вмешательства на головном мозге, готовы и к малоинвазивным операциям на сердце. Активно внедряют операции на артериях этого органа. Более того, в следующем году, по словам директора центра, начнут уникальные операции, связанные с установкой сложных кардиостимуляторов. А в поликлинике клинической больницы номер 3 организованы Дни открытых дверей. Их проводят в рамках декады пожилых людей. С 3 по 6 октября граждане, прикрепленные к этой медорганизации старше 60 лет, могут пройти полное обследование. Все подробности у Светланы Амосовой. Скажите, пожалуйста, никаких если и или но. Никаких если или но. Один за одним в кабинет гериатра заходят пожилые люди. Эрнсту Александровичу 76 лет. Пенсионер рассказывает, что тщательно следит за своим здоровьем. Каждый день активно делает зарядку и старается не пропускать медицинские осмотры после перенесенного ковида. По-моему, все нормально. Только со слухом проблемы. Остальное ничего пока. По годам. Хорошо, что врачи бесплатно обследовали. Я им благодарен. Весной этого года в поликлинике открыли кабинет врача-гериатра. Специалист помогает участковому терапевту в ведении пожилых пациентов. По словам врача, с каждым годом увеличивается число долгожителей. Это связано прежде всего с улучшением качества жизни и увеличением охвата диспансерным наблюдением жителей Якутска. Есть пороговый опросник «Возраст не помеха». Там он состоит из 7 вопросов. Например, похудели ли вы на 5 килограмм и более за полгода? Дальше, есть ли ограничения повседневной жизни из-за снижения зрения и слуха? Если 3 балла набирает пациент, у него есть уже изменения, которые надо выявлять и оказать соответствующую помощь и направить к участковому терапевту. После комплексной гериатрической оценки пациенты направляют к узким специалистам. Помимо этого, сотрудниками проводятся различные акции. «Полка добра» – так называется акция, организованная в рамках Дней открытых дверей для пожилых людей. Первыми приняли участие сами сотрудники клинической больницы. Здесь есть различные макаронные изделия, чаи и консервы, а также фрукты. В этой акции может принять участие каждый желающий. Как-то поддержать наших пожилых. Не все же, вот, как говорится, благообеспеченные. Поэтому как-то помочь, кто продуктами, кто-то просто сувениры, поднять настроение, проявить вот лишний раз заботу и милосердие. Кроме того, больница закупила более 100 поливитаминов. Врачи бесплатно во время приема выдают их пожилым людям. И благодарность, понимаете, всем врачам. Вот я пошла к эндокринологу, у меня Дьяконова, к Степановой терапевту. Я просто приношу, я в изумлении от этой поликлиники, от профессионализма врачей в этой поликлинике. К поликлинике клинической больницы номер 3 прикреплено более 20 тысяч горожан. Из них 40% пожилые люди. Поэтому врачи стараются чаще проводить акции и мероприятия и уделять пристальное внимание здоровью пациентов. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Реконструкцию 6 аэропортов в Якутии завершат до конца года. Общая готовность объектов свыше 90%. Работы ведут по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, куда ранее вошли 15 аэропортов региона, включая в заполярных поселках. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с представителями отрасли. Ранее глава Якутии Николаев отмечал, что все объекты должны быть сданы в срок. Так, в этом году введут воздушные гавани в 6 районных центрах: Белая гора, Вилюйск, Депутатский, Нерюнгри, Самгар и Хандыга.
За 9 месяцев текущего года в офис центральных электрических сетей поступило более 2500 заявок от жителей столицы на подключение к электричеству. С каждым годом количество таких заявок увеличивается. В среднем одна бригада за день отрабатывает до 4 новых абонентов. Но нередки случаи, когда бригады снимают с плановых работ и направляют на аварии, продолжит Александр Хавренко. Ежегодно в республике растет количество энергопотребителей. Только в 2022 году в офис якутских электрических сетей поступило более 2500 заявок на подключение к электрическим сетям. Энергопоставляющие организации оперативно в течение 10 дней рассматривают поданные заявки и подключают пользователей. Заключено 2032 договора. Среди поступивших числятся заявки на новое присоединение, увеличение мощности, а также изменение точки присоединения и заявки по временной схеме. Стоит отметить, что количество заявок значительно возрастает за период с мая по октябрь. Одна бригада за день отрабатывает до 4 заявок. Как правило, само подключение по времени занимает до получаса. Но прежде чем подключить потребителя, необходимо провести ряд организационных мероприятий. Для того, чтобы подключить потребителя, выдается задание на производство работы, пишем наряды, регистрируем у диспетчеров, проходим инструктажи с бригадой, и уже выезжаем на рабочее место. Там уже по месту готовим рабочее место, включаем, заземляем линию с отключением, конечно. И после инструктажа на рабочем месте уже непосредственно подключаем. Часто запланированные работы по подключению и плановому обслуживанию приходится отменять или переносить. В последнее время увеличилось количество аварийных ситуаций на электрических сетях, связанных со сторонним вмешательством. Только в этом году их зафиксировано около 30. Такие ситуации ведут к отключениям порой целых районов, поэтому на их устранение оперативно направляются работающие бригады. Аварии со сторонними воздействиями – это наезды на опоры, это повреждение кабелей при несанкционированных земляных работах и приближение к проводам при организации несогласованных работах в охранных зонах линий электропередач. При возникновении аварий энергетики незамедлительно реагируют, приступают к выявлению и ликвидации аварий. Необходимо помнить, что объекты энергетики являются объектами повышенной опасности, и любые работы в их непосредственной близости сопряжены с риском. Поэтому все работы, и особенно те, что проходят в охранных зонах электропередач, необходимо проводить только по согласованию с обслуживающим предприятием. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На прошлой неделе в Нерюнгри временами шел снег, однако сильные морозы еще не ударили. Скачки температуры в течение суток приводят к образованию гололеда на дорогах. Дорожные службы города переведены на усиленный режим, приводят дорожное полотно в норму. На механизированную снегоочистку и распределение противогололедных материалов муниципальный контракт заключили с 3 подрядными организациями. По заявке администрации чистят от снега и льда места, где трудно применить технику, в том числе лестницы на городских улицах и дворах. Работы по распределению противогололедных материалов на автомобильных дорогах и внутриквартальных проездах ведутся ежедневно. На территории города работают 3 единицы техники. Используемый материал – песок. Также специалистами отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства ежедневно выполняются объезды городских территорий. Все выявленные замечания по содержанию, а также планы работ оперативно передаются в подрядные организации для исполнения. За комфорт надо платить, однако жителей столицы не устраивает повышение цен на такси. Почему вырос тариф на перевозку внутри города и как относятся к этому сами водители, расскажет Галина Чекурова. Юсуф последний год работает таксистом в столице республики. Со слов водителя, в день чистый доход от работы составляет в размере 2000–3000 рублей, уже с учетом 12% налогового сбора. Главной причиной увеличения цен на такси, как он утверждает, является подорожание запчастей и услуг для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии. Потому что все подорожает. Вот я скажу, за один машина ходовой или что-то ремонтировать будете 50 000 сейчас идет. Но за день расход больше. Например, покушать, по квартире оплата дать. Такой расход побольше. Поэтому у нас тоже не очень чуть-чуть устраивает. Индрайвер тоже берут
1000 рублей за день почти. За такого этого работать будете. Поэтому чуть-чуть подорожали. Цена на такси может увеличиваться за день по нескольким причинам, а именно от состояния на дорогах и погодных условиях. К примеру, в час пик или во время дождя спрос на такси увеличивается, из-за чего цена заказа превышает среднюю стоимость на 100-150 рублей. Как оказалось, большинство граждан, не имеющих своего автомобиля, в основном предпочитают передвигаться пешком или на общественном транспорте, так как они уверены, что цены на такси неоправданно высокие. Я недавно ехала, мне было проехать примерно километр, и я заплатила за 200 рублей, что считаю очень дорого для нашего города. Работаю я напротив 17-й школы, няней. И еду я, получается, вот до сюда, вот. Я вот из дома выходила. И за сколько? За рублей, за 200. Мне кажется, это сильно высокая цена за такой маленький промежуток. По центру, например, 200 рублей. Это самое минимальное. Как отмечает Министерство транспорта, для того, чтобы работать в такси, гражданам необходимо получить лицензию. Но в ведомстве также подчеркнули, что министерство не занимается установкой цен на такси. Мы предоставляем государственную услугу по выдаче разрешений на легковое такси. Отмечу, что только на Республике Саха-Якутия. Также ведем контрольно-надзорную деятельность в сфере легкового такси. Значит, по нашим данным, на сегодняшний день получили около 600 предпринимателей и юридических лиц разрешения. То есть мы выдаем только сугубо ИП и юрлицам. Да, это субъекты малого и среднего предпринимательства. А также действующих разрешений порядка 1400 разрешений, то есть 1400 машин. В Якутске около 800 разрешений. Услуги такси уже давно укрепились в жизни обычного человека, но из-за увеличения цен некоторые отказались от данного вида передвижения. Стоит отметить, что было пройдено первое чтение федерального закона о регулировании работы интернет-агрегаторов. А на увеличение цен на данный момент повлияли внешние факторы. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь о спорте. Спортсменки сборной Якутии завоевали 2 медали чемпионата России по бегу на 100 километров. В женском забеге звание чемпионки завоевала Надежда Бут. Она пробежала дистанцию за 7 часов 25 минут и 11 секунд. Еще одну медаль выиграла Изабелла Борисова, которая преодолела 100 километров за 7 часов 41 минуту и 34 секунды. Среди мужчин 4-е место занял Александр Маеда. Василий Лукин пришел к финишу 5-м, а 9-м Альберт Варламов. Команда Якутии стала обладательницей золотой медали в общекомандном зачете. Тренер спортсменок – заслуженный мастер России Татьяна Жиркова. Реализацию государственной национальной политики обсудили на форуме национальных общин в Алдане. О чем шел разговор, узнавал Руслан Павлов. В словах российского гимна заложена вся сущность нашего многонационального государства и постулаты национальной политики нашей необъятной страны. Так сложилось, что форум национальных общин прошел на площадке районной библиотеки имени Некрасова в день присоединения 4 республик Новороссии. Форум прошел 30 сентября. И так совпало, что события, которые происходят у нас в стране и в мире, они оказались созвучны с этим форумом. В дискуссиях форума приняли участие общины из Нерюнгринского района. Здесь было отмечено, что обсуждение государственной национальной политики на местах есть не что иное, как проявление солидарности народов, населяющих нашу республику. Мы все испытываем одинаковые трудности – экономические, политические, социальные. И поэтому, чем чаще мы будем собираться, обсуждать эти проблемы, разговаривать откровенно о своих проблемах на местах, тем больше будет, наверное, объединение, единение в государстве, которое называется Российской Федерацией. Участники форума отметили актуальность вопросов национальной политики в современных условиях международной дестабилизации. Несмотря на спокойную ситуацию в сфере межнациональных отношений в Республике Саха-Якутия, было указано на необходимость усиления работы в данной сфере в целях обеспечения этнокультурного развития и укрепления единства народов Якутии. Единственным минусом стало отсутствие на форуме молодого поколения. Конечно, очень жаль, что сегодня мы не видим среди нас вот этих вот молодых. Надо бы студентов,
студентов, школьников, или нам туда надо выходить на их площадки и говорить об этом, потому что мы живем в очень сложное, непредсказуемое время. Нам надо работать над тем, чтобы молодежь привлекать, чтобы они больше втягивались в национальный колорит, культуру и так далее. Ну и работать над сплочением. Это сейчас на самом деле важное. По итогам форума национальных общин была принята резолюция, которая вместила в себя десяток пунктов по реализации конкретных мероприятий, связанных с укреплением, развитием связей между общественными организациями и национальными объединениями двух районов. Руслан Павлов, Александр Лукин, Сергей Шипачев, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.